Доброе утро. На календаре уже 18 мая, среда, середина недели. Это «Утро Якутии», телеканала «Якутия-24», НВК «Саха». Катерина Винокурова, Павел Танин вновь в этой студии. В это утро, как и всю неделю, вместе с вами просыпаемся. Да, погода очень весенняя, настроение у всех у нас хорошее, и мы готовы настраивать вас на новый прекрасный день. Желаем, чтобы все, что вы сегодня начали, продолжалось и задумывалось и получалось обязательно. Обязательно. А чтобы настроение было бодрое, рабочее, расскажем, как всегда, много полезного, познавательного, местами волнительного, и постараемся, чтобы все это было интересно для вас. Так, сегодня мы ждем в нашей студии гостей, конечно же. Поговорим о Международном дне музея с Арданой Посельской, с сотрудником Национального художественного музея Якутии. Узнаем, какие выставки сегодня можно посетить в день открытых дверей. А чуть позже к нам присоединится гость из Москвы Иван Далуев, с которым мы побеседуем о проекте «Учим, знаем», который помогает детям с обучением, которые находятся длительное время на лечении. Да, вы также можете свои вопросы задать, потому что темы примерно мы вам обозначили. У нас есть номер телефона, на который можно отправить сообщение 8 914 273 4488. СМСки, мессенджеры, пожалуйста, вперед, будем ждать. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Достаточно в поисковике телеграма в поиске вбить слитно «Утро Якутии» и найдете наш канал. Подписывайтесь, также там можете оставлять какую-то обратную связь, мы ее обязательно прочитаем. Ну а что будем с ней делать дальше, уже покажет то, что вы написали непосредственно. Ну а по традиции в начале нашего эфира знакомимся с погодой на день 18 мая. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 2-3 градуса тепла. В заречной группе -2 плюс 4, в южных 0 плюс 2 градуса. В Вилюйской группе 0 плюс 5, в Нижнеленских от -1 до плюс 5. В западных 2,6 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе -5 плюс 8. В Янских -1 плюс 2, на северо-западе -3 -10. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила плюс 4 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 11-13 градусов тепла. А сегодня 18 мая на календаре, как уже сказали, и сегодня отмечают в Якутии замечательный праздник, посвященный одному из важнейших, я думаю, и красивейших цветов, которые любят якутяне. День подснежника сегодня в Якутии. И мы вас поздравляем с этим праздником. Не случайно якутскому подснежнику посвящено много песен и стихотворений. Мы, кстати, вчера буквально в нашей группе, в телеграм-группе кинули клич о том, чтобы вы делились фото и видео подснежниками. И да, уже нам поступили ваши фотографии, причем география, кстати, география такая, да, достаточно разная. Вот под снегом даже, замечательная такая композиция. Это как раз вот буквально пару дней назад был снег, и все замело, и как бы было хорошо поймано. Вот еще один вариант со снегом. Да, очень красиво, согласись, сочетание такого цветка. Ну, необычно, да? Да. Причем разных цветов они бывают, но об этом чуть позже мы расскажем. Вообще, латинское название подснежника — галянтус, то есть, если перевести, дословно, молочный цветок. Растение известно еще с первого тысячелетия, а в средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в XIX веке. Еще недавно подснежники росли во многих странах, но цветущие растения подвергались массовому уничтожению на букеты, а их луковицы хищнически выкапывались. Поэтому большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающие, и собирать их нельзя. Ну а в Якутии, опять же, цветовая гамма подснежников делится. Так, например, в центральных заречных районах цветы в основном желтого цвета, в южных, северных и Вилюйской группе улусов сине-фиолетовые.
Да, вот интересно, какие растут подснежники у вас. Вы также можете делиться своими замечательными, красивейшими фото в нашей группе, делиться фотографиями. В нашей телеграм-группе, которую видите сейчас, можете отсканировать прямо с телефона QR-код и волшебным образом попадете к нам. Вот. Ну, а мы немножко еще расскажем о подснежниках. Вот в Южной Якутии наиболее распространены прострел даурский и аянский. Они пользуются особой любовью у известного нерюнгринского фотохудожника Евгении Левиной. Этот храбрый и красивый цветок попадает в кадр каждую весну. И, кстати, снимок с нежным цветком, на который присел комар, вот тоже где-то был в прошлом году, становился призером фотоконкурса National Geographic. На фотографиях, сделанных в Нерюнгринском районе, в основном красуется прострел аянский. Он имеет сине-фиолетовые колокольчатые цветки. Устремленные вниз, они придают растению кроткий и нежный вид. А на снимках, сделанных в соседнем Алданском районе, мы наблюдаем другой вид – даурский. Он похож на аянский размером, но немного другой по форме цветка. Прострел Турчанинова, который начинает цвести вместе с появлением листьев, и аянские занесены в Красную книгу. Так вот, как раз на наших кадрах вы могли наблюдать подснежники из Момского района. Они, как мы сказали, имеют фиолетовый окрас. С села Намцы нам отправили милых пушистиков. И с Алекминского района наша телезрительница отправила замечательное фото со своим любимым человеком, по всей вероятности, где волшебное просто поле, также фиолетовых подснежников. Конечно же, нам всем хочется сорвать эти первые цветы и подарить близким и любимым людям, но нужно, наверное, постараться обойти и помочь природе от разрушения, уничтожения такого замечательного цветка, как прострел. Можно им полюбоваться и в природе. Срывая цветы, мы не даем этим растениям размножаться и распространяться. Замечательный праздник, красивый праздник. Да, хочется вот прям сегодня сразу рвануть на природу. И сфотографироваться с подснежником. Да, я, кстати, еще не видела в этом году. Аналогично. Но, тем не менее, 18 мая не только День подснежника в Якутии отмечается, еще много других дат. И вот какие именно, узнаем сейчас. 18 мая – Международный день музеев, День Балтийского флота ВМФ России и День памяти жертв депортации народов Крыма. Сегодня также День розовой пантеры, отмечается с 2015 года. Розовая пантера – это известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов. По народному календарю, если сегодня идет монотонный дождь с перерывами, погода еще ухудшится. Если большие облака идут с юга на север, это к дождю. 18 мая 1642 года в Канаде основан город Монреаль. В 1703 году в этот день русские корабли одержали победу над шведскими парусными кораблями в устье Невы. 18 мая 1048 года родился Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном и философ. В 1868 году в этот день появился на свет Николай II Романов, последний российский император. 18 мая 1872 года родился Бертран Рассел, английский математик, философ, общественный деятель, нобелевский лауреат. В 1920 году в этот день родился Иоанн Павел II, глава Римско-католической церкви с 1978 по 2005 год. Иоанн Павел II – 264-й папа римский. Именины в этот день празднуют Адриан, Ирина или Арина и Яков. Как было сказано, сегодня День музеев международно отмечается, и в этот день, в связи с праздником, вообще поговорить о акциях, связанных с этим, и не только, а вообще о музее, мы пригласили в студию заведующую отделом социокультурных взаимодействий Национального художественного музея Якутии Сардана Посельскую. Сардана, доброе утро, с праздником. Доброе утро. С праздником. Спасибо вам большое. Но обычно в этот день проходит очень много мероприятий, проходит интересно для всех посетителей музея. Что нас ждет сегодня? Расскажите. 18 мая по всему миру ежегодно отмечается Международный день музеев. Сегодня у всех музейщиков профессиональный
праздник. И ежегодно мы планируем, реализовываем интересные программы в рамках наших постоянных экспозиций. И сегодня, как вы уже отметили, в основном здании музея Кирова 9 и в наших городских филиалах, в галерее академика Осипова и в галерее зарубежного искусства имени профессора Михаила Габышева состоится День открытых дверей. И у всех жителей Якутии и гостей Якутии будет прекрасная возможность познакомиться с постоянными экспозициями. Также мы всегда стараемся, да, то есть не только вот День открытых дверей, всегда стараемся актуализировать наши не только постоянные экспозиции, но и временные выставки. Поэтому сегодня в рамках Дней открытых дверей будут проходить очень интересные публичные программы, экскурсии, квесты в рамках наших выставок. Вот. Ну а так, в основном здании музея, помимо постоянной экспозиции, у нас проходят временные выставки, посвященные столетию республики. Это «Генерация республики» выставка и выставка костореза Терентия Аммосова. Поэтому мы всех ждем сегодня в День открытых дверей. Ваш праздник, приглашаете всех к себе. Да. Вот. Но сегодня также, насколько мы знаем, состоится вручение ежегодной премии главы Якутии в области музейного дела. Как вообще определяются победители? Ну и раз мы говорим про, так сказать, лучших из лучших, да, в целом, какими качествами сегодня должен музейный работник обладать? И со временем изменились ли эти какие-то параметры, требования Да, к нему? какой он современный работник музея? Ну, мне кажется, да, все, наверное, думают то, что в музеях очень скучно, работают пожилые люди и особо-таки там не очень интересно. Это вот такие ассоциации, как с библиотекарями. Да, например. и на самом деле это не так, самом потому деле это что у нас работает в том числе разная молодежь, молодые сотрудники, и среди них люди разных профессий, и профессиональные художники, и искусствоведы, культурологи и так далее. Ну и музейные профессии, они разные, не только экскурсоводы, да, люди, которые встречают и там рассказывают людям. И музейная работа, она очень интересная. Работают и хранители, и специалисты учета, и реставраторы, и так далее. И как раз-таки люди вот внутреннюю кухню отчасти как бы не знают, потому что они видят только выставки, да, и то, что мы им предлагаем. Картинку. Кстати, 21 мая пройдет ночь в музее. Об этом мы подробно будем говорить после небольшого перерыва. Доброе утро, вы смотрите новости. Фермеры региона защищают бизнес-планы для получения гранта «Агростартап». На реализацию данной программы в этом году выделено около 60 миллионов рублей. Из них из федеральной казны 33 миллиона. На участие в конкурсе агрогрантов заявлено 125 предложений. Поэтому на один грант претендует около 10 человек. Если один из них получит наибольшее количество баллов, то в зависимости от направления развития хозяйства получится максимальная сумма – 6 миллионов рублей. Все бизнес-планы оценивает экспертная комиссия. По их словам, с каждым годом конкурс расширяется. На этот раз большинство желающих планирует заниматься разведением крупного рогатого скота, лошадей. Несколько бизнес-планов направлены на пчеловодство, сбор ягод и дикороса. Конкурсный отбор начался со вчерашнего дня. Вчера рассмотрели 58 желающих участвовать, получить грант. И сегодня будем еще больше, 70 граждан будем рассматривать. Ну, со всех районов республики поступает, даже северных, Абыйска, Виноградно-Тайских. И сейчас вот по ВКСу, да, вот люди выходят. И вот сложности в этой части возникают, ну, чуть-чуть время как бы задерживается, не успеваем по графику. А так некоторые заново приходят, те, кто не выиграли, да, есть люди, которые по 5, по 4 раза участвовали. Вот каждый раз, каждым годом приходят и участвуют в этом конкурсе.
Территория здоровья. С 12 мая в детском лагере «Сосновый Бор» открылась специальная оздоровительная смена для детей по восстановлению организма после COVID-19. В течение смены детей младшего школьного возраста ждут учебные занятия, медицинские процедуры, интересные занятия по здоровому образу жизни, а также отдельные культурные мероприятия. Для каждого ребенка разработан индивидуальный план лечения, включающий в себя различные процедуры. В целом же в летней кампании 2022 года в Якутии будут работать более 500 детских лагерей. Также откроют свои двери 41 загородный, оздоровительный и 15 палаточных лагерей. Мы пригласили специалистов, лекторов Центра профилактики и еще пригласили медиков-волонтеров. То есть они у нас проводят мастер-классы. Например, у нас был мастер-класс по основам правильного питания. Потом читаем этикетку продуктов. Потом, кроме этого, мы провели мастер-класс по гигиене зубов, по гигиене органов зрения и проводили несколько раз квест-игры по здоровому образу жизни, по оказанию первой медицинской помощи. То есть мы как бы их немножко приблизили к науке по оказанию первой помощи. Благодаря национальному проекту демографии и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» в училище Олимпийского резерва обновилась материально-техническая база. Во дворе училища открылся физкультурно-оздоровительный комплекс из футбольной площадки с искусственным газоном, воркаут-площадка и площадка с тренажерами под открытым небом. Также в рамках реализации проекта был приобретен новый автобус для выездов спортсменов на соревнования и обновлен компьютерный класс. Руководство училища особо отмечает, что уличные спортивные объекты предназначены не только для учащихся. В свободное от тренировок время жители близлежащих домов также могут приходить во двор училища и заниматься спортом. В прошлом году приобрели ФАКОТ и построили, благодаря правительству нашей республики, построили именно для наших студентов и для населения города Якутска, именно 17 квартала, построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Здесь можно играть летом в футбол, а зимой заливаться лед, и играют хоккеем, и катаются дети на коньках. Утро Якутии в эфире. И прежде чем прервались на паузу, начали беседовать заведующий отделом социокультурных взаимодействий Национального художественного музея Якутии с Арданой Посельской. В честь Дня музея сегодня обсуждаем эту тему. Ну, не только конкретно День музеев вообще. И затронули тему вручения ежегодной премии главы Якутии в области музейного отдела. Вот расскажите подробнее о ней, что за премия, кто ее соискателями становится. Может быть, как-то приоткройте завесу, как оцениваются участники. Ежегодная премия имени профессора Михаила Габышева в области музейного дела была учреждена в 2005 году указом президента Республики Саха-Якутия, и с тех пор эта премия проводится ежегодно. В этом году поступило 17 заявок от музеев Якутии, и, конечно, премия в области музейного дела имени Габышева, премия главы Республики Саха-Якутия связана с именем профессора, известного якутского ученого, доктора экономических наук Михаила Федоровича Габышева, благодаря которому мы имеем бесценное богатство, бесценный дар произведений западноевропейского искусства XVI-XIX веков. Вот его семья в 1962 году подарила в дар республике вот такую коллекцию. И ежегодно премия присуждается в 3 номинациях: попечитель и меценат, лучший музейный сотрудник и музей года. Вот. И сегодня как раз-таки в галерее Габышева мы узнаем имена победителей, скажем так, 2021 года. Вот. В 2022 году мы подводим итоги 2021 года. Как мы уже сказали, 21 мая по всей России пройдет акция «Ночь музеев». После двухлетнего перерыва, в дистанционном формате она проходила 2 года. Наверняка очень волнительно для вас, для сотрудников музея, что готовите, что будет интересного, нового, возможно. Чем будете удивлять? Но действительно правильно отметили, что с 2019 года
в режиме оффлайн мы Ночь музеев не проводили, хотя это всегда Ночь музеев, такое крупное, масштабное мероприятие в культурной жизни нашего города и республики. И 2 года мы очень успешно проводили в формате онлайн на наших площадках, вот, выходили интересные рубрики. Вот. А в этом году, 21 мая, уже в эту субботу, с 7 до 11 вечера, мы всех ждем на всероссийскую акцию «Ночь музеев». Вот буквально, по-моему, 2 дня назад Министерство культуры России объявило такую общую тему «Мода на традиции». А мы программу подготовили еще ранее. И так как в этом году у нас республика отмечает масштабное столетие республики, у нас тема будет связана со столетием, так как наши крупные выставочные проекты проходят в рамках этой крупной даты, крупного события, скажем так. И на Ночь музеев мы программу заранее готовим для разных категорий граждан, начиная от самых маленьких наших зрителей, заканчивая взрослыми посетителями. Поэтому будут проходить интересные арт-медиации, творческие встречи с ведущими художниками Михаилом Старостиным, со скульптором Николаем Чичасовым, а также интересные мероприятия. Например, у нас будет презентация начальника Бастына, реконструкция в рамках крупного проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии». Это мы совместно проводим с театром Ланхо и с кинокомпанией «Саха-фильм». Также будет презентация трейлера художественного фильма «Не хороните меня без Ивана», повествующего о первом художнике Якутии Иване Попове. Как раз-таки его программные произведения представлены в собрании нашего музея. Также они представлены в постоянной экспозиции. Вот. И в течение всего вечера у нас будут проходить интересные музыкальные концерты с участием друзей нашего музея. И вся подробная информация, она у нас размещена на официальном сайте sahamuseum.ru. Всем будет интересно. Да, и такая обширная программа, насыщенная, видно, 2 года соскучились проводить. Еще раз напомним, что сегодня музей приглашает на День открытых дверей, а 21 мая на Ночь музеев. Да. Спасибо, Сардана, еще раз с праздником. Отличного дня. Спасибо, что пригласили в эфир. Я поздравляю всех своих коллег с Международным днем музеев. И не только коллег, поздравляю также посетителей, потому что мы всех ждем. У нас миссия музея такая: музей для всех, музей для каждого. Поэтому, мне кажется, будет очень интересно. Ну и мы тоже присоединяемся и всех работников музея сегодня поздравляем с профессиональным праздником. Ну и продолжаем. Было вскользь упомянуто про столетие республики, и мероприятия продолжаются, приуроченные к этому знаменательному событию. У нас есть целая рубрика, посвященная этой дате. И сегодня мы расскажем о событиях и людях. Ну, вообще, эта рубрика рассказывает о событиях и людях, повлиявших на ход истории и развитие нашей республики. Сегодня речь пойдет об общественно-политической жизни в послевоенные годы. Доброе утро, уважаемые телезрители. Итак, мы продолжаем с вами рубрику, посвященную столетию Якутской АССР. Мы начнем с того, что вот в 1945 году у нас празднуется с их победы, уже появляется надежда на новую жизнь, но одновременно с этим начинается дальнейшее преследование представителей нашей интеллигенции, в том числе ранее репрессированных, Георгия Прокопьевича Вашарина. Главным образом это вот труды, посвященные анимпадисту Ивановичу Сафронову, Алексею Елисеевичу Колоковскому и Николаю Денисовичу Неустроеву. Вот в начале 50-х годов в рамках борьбы вообще против буржуазного национализма вот труды этого ученого Георгия Прокопьевича Вашарина были осуждены. И в 1952 году, то есть следующим после 1951 у нас публикуется статья в газете «Правда», которая критикует данное положение. Естественно, после этого тот же самый Георгий Прокопьевич Вашарин очень сильно пострадал, то есть он был лишен в том числе и своих ученых званий, которые он потом будет восстанавливать только уже после окончания вообще правления Иосифа Виссарионовича Сталина. И одновременно с этим у нас в общественно-политической жизни Якутии начала 50-х годов происходят такие вещи, вот, допустим, борьба с якобы бандитскими проявлениями ВУСов, в частности, в том же самом Татинском районе, после которого у нас тот же самый район Татинский переименовывается в Алексеевский. Одновременно с этим переименовывается тот же самый Нюрбинский район, Кангаласский район. Вот
тот же самый Ленинский и Орджоникидзевский. В 1956 году пройдет 20-й съезд партии, и уже начнет восстанавливаться постепенно имена наших государственных деятелей, осужденных в 30-е годы, ну и в том числе деятелей науки, культуры и искусства, подвергнутых преследованиям в начале 50-х годов. Ну и, как говорят, история не имеет сослагательного наклонения, но хочется представить, как бы сложилась судьба этих людей, если бы не страшные годы репрессий. Да, ну, конечно, как сложится жизнь людей, семей, во многом зависит от обстановки в целом в стране, места, где живешь и трудишься. Спустя полвека волнение как в первый раз. Валентина и Виктор Иванцовы отправляются в медовый месяц. На золотую свадьбу дочь подарила путевку на Кипр. После 50 лет совместной жизни на вопрос, в чем секрет долгого и счастливого брака, отвечают: главное – взаимопонимание. Валентина и Виктор стали семьей в 1971 году. Долгие годы жили и работали в Кобяйском Улусе. Виктор Семенович – полный кавалер ордена «Шахтерская слава». У Валентины Сергеевны знак «Трудовая слава» и статус почетного жителя Кобяйского Улуса. В Смирный переехали в 2008 году к детям. И все эти годы идут рука об руку. Когда любишь, все нипочем. И терпение приходит во время любви, и всякие там маленькие там обиды, все прощается, все понимается, все очень. Главное любить. Вот любовь – это превыше всего. Точно говорят, любовь спасет мир. Не красота, а вот именно любовь. В День семьи в Мирном поздравили пары, прожившие вместе полвека. Помимо Иванцовых, это семья Натальи и Константина Тулиных. У них свой рецепт счастливой семейной жизни. Иногда нужно свое «я» прятать, а говорить «мы». И вот тогда мы, вот 50 лет, а мы все мы. А если б якал чего-то там, наверняка не так бы хорошо было. Нужно уважать друг друга, да, доверять друг другу. Вот это залог такого события, как случилось у нас. В Якутии с каждым годом увеличивается количество семейных пар, отмечающих золотую свадьбу. В 2021 году поздравления принимали 340 семей. Также в республике для супругов, проживших в браке 50 и более лет, учрежден знак «Семейная доблесть». Его в 2020 году получили 205 семей, а в 2021 – 240. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Ну, принято считать, что с возрастом когнитивные функции мозга человека, они снижаются. Ну, вроде всегда жили и понимали, что да, это естественный процесс. Однако последние исследования ученых доказывают, что возраст не ухудшает, а даже наоборот улучшает когнитивные функции мозга. О том, при каких условиях это происходит, расскажет наш доктор. Для нас всех естественно стремление сохранять активность мозга на прежнем уровне, несмотря на взросление. К сожалению, никаких веществ лекарственного или растительного происхождения не существует для этих целей. Есть огромное количество лекарств, которые якобы улучшают метаболизм и кровоснабжение головного мозга, но никакой доказательной базы того, что они действительно работают, нет. Ученые, занимающиеся изучением мозга, все больше говорят о том, что концепция, что нервные клетки не восстанавливаются, неверна. На сегодняшний день есть масса доказательств того, что нервные клетки способны восстанавливаться под воздействием физических нагрузок. После повреждения участка головного мозга во время инсульта важная составляющая – это постоянная физическая реабилитация, лечебная физическая культура, массаж, физиотерапия. Для поддержания хорошей работы здорового, но зрелого мозга необходимо постоянное образование новых нейронных связей и их закрепление. Это можно делать с помощью обучения физических нагрузок и постоянного общения с людьми. Чтобы поддерживать свой мозг, достаточно регулярно двигаться, 10 тысяч шагов в день, желательно регулярно менять маршрут. Еще лучше играть в подвижные игры, где задействованы разные группы мышц и необходима активная работа мозга для выработки игровой тактики и стратегии. Любые виды танцев идеально подходят. Хорошее настроение и здоровый сон – приятное дополнение к благотворному влиянию регулярной физической активности на здоровье. Мы продолжаем тему здоровья. Да. Сохранение здоровья во многом, конечно, зависит от самого человека, его привычек, среды и образа жизни. Однако существуют заболевания, некоторые даже врожденные, которые не позволяют человеку вести обычный образ жизни. К примеру,
Больные дети с серьезными медицинскими диагнозами вынуждены долгое время находиться на стационарном лечении, при этом некоторые годами учатся в больницах или на дому. О том, как организовать обучение для таких детей, в эти дни участники проекта «Учим, знаем» совместно с педагогами обсуждают в столице республики. Сегодня в нашей студии Иван Далуев, руководитель регионального развития проекта «Учим, знаем», кандидат исторических наук. Иван, доброе утро. Здравствуйте. Мы узнали, что проект «Учим, знаем» он работает уже 5 лет. Вообще, с чего все начиналось? Разве до этого вот в больницах не было ли образования для детей, которые вынуждены находиться на длительном лечении? И в чем вообще уникальность проекта «Учим, знаем»? Вы знаете, проект Госпитальной школы России «Учим, знаем» зародился в 2014 году на базе известнейшего в Российской Федерации центра. Это Национальный медицинский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Наверное, все знают историю с мальчиком Димой, когда он встретился с президентом. И тогда появился такой уникальный центр, где дети проходят тяжелое и длительное лечение со всей России. И школа проекта «Учим, знаем», да, сегодня ее знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Руководит проектом Сергей Витальевич Шариков, это почетный работник общего образования Российской Федерации. Он вместе с командой сегодня в Республике Саха-Якутия. Мы приехали большой командой, межрегиональной. И, конечно, та площадка, которая существует в Национальном центре медицины города Якутска, она появилась в 2018 году. Эта площадка сегодня не просто госпитальная школа, где дети, которые длительно лечатся, получают образование. Сегодня это целая комплексная поддержка ребенка и его семьи, которая возможна благодаря Министерству образования республики и здравоохранения. И мы вместе с коллегами проводим такую конференцию, открываем ее сегодня в правительстве республики. И к нам присоединились наши коллеги из Приморского края, Хабаровского края, Забайкальского края. Ну, как вы сказали, межрегиональная такая. Да, мы проведем сегодня такой диалог. И на самом деле тема госпитальной педагогики, она пошла уже далеко за рамки работы с детьми, которые находятся на длительном лечении. Она востребована абсолютно для всех школ, поэтому диалог будет интересен всему педагогическому сообществу. Материалы конференции будут доступны. И, конечно, эта конференция затронет не только тему обучения детей, но и тему сохранения родного языка, которая так актуальна. И мы счастливы, что приехали в дни столетия Республики Саха-Якутия. Но вот вы сказали, да, опять же, мы возвращаемся к межрегиональному. В каких регионах вообще сегодня проект «Учим, знаем» представлен? Вы знаете, мы используем такую формулировку. Площадки проекта «Учим, знаем» находятся от Владивостока до Калининграда в нашей стране. То есть их сегодня 50. Это внушительная цифра, да, число. И проект продолжает развиваться. Получаем заявки фактически каждый месяц от наших субъектов. То есть есть у них вот именно это желание открыть у себя? Конечно. Проект известен, как я уже говорил, и сегодня в рамках такой вот масштабной программы развития проект уже шагнул и за пределы Российской Федерации. Мы помогли коллегам из Республики Кыргызстан открыть такую школу в их столице Бишкеке. И сейчас активно помогаем Республике Узбекистан. Но в нашей республике проект работает с 2018 года. Насколько мы знаем, вот как вы оцениваете работу здесь? Вы знаете, Республика Саха-Якутия, она, как мы говорим, от нас далеко, но она очень близко, она в сердце. Потому что мы с коллегами здесь бываем, и так тепло нас встречают. Всегда мы рады увидеть, познакомиться с природой, с достопримечательностями республики. Люди очень светлые здесь. И, конечно, наше педагогическое сообщество, оно представлено республикой. Коллеги являются участниками активными всех наших конференций. Они представляют опыт республики, который уже накоплен. И вот тот опыт работы, в частности, с сохранением родных языков, он проходит красной нитью в программах школ по всей России. И Республика Саха-Якутия абсолютно является лидером в этом направлении. И, конечно, большая конференция, которая планируется
с всероссийским участием в ноябре 2022 года, она, конечно, будет представлена и Республикой Саха-Якутия вашим уникальным опытом. Ну вот, в принципе, самое главное, ну, я считаю, да, подобная программа направлена, понятно, на обучение детей. За обучение детей очень часто переживают родители. Как родители оценивают эту площадку? Знаете, родители, они, конечно, являются участниками образовательного процесса в госпитальной школе больше, чем в обычной, потому что родитель находится рядом с ребенком, в основном это мама, и мы можем много привести слов вот, такой благодарности родителей. Постоянно получаем такие отзывы о том, как важна эта школа в период лечения. Потому что школа, она ставит цель перед ребенком и помогает ему мобилизовать внутренние силы в борьбе с болезнью. И это отмечают все, и врачи, и, конечно же, родители. И я, пользуясь случаем... В тонусе таком держит. Да, я передаю привет родной земле от детей, которые находятся у нас в Москве на лечении из Республики Саха-Якутия. Они очень светлые дети, вовлеченные. И я знаю, что сегодня также съемочная группа из Республики Саха-Якутия тоже пойдет в нашу школу в Москве и будет говорить с родителями и педагогами. Ну вот, возвращаясь к проекту, действующему в нашей республике, да, непосредственно, вот какие перспективы у него здесь вы видите и, возможно, ли открытие каких-то новых площадок? Вы знаете, сегодня в проекте участвует очень много педагогов, мы называем цифру 5000. И, конечно, в республике Саха-Якутия проект, как уже мы сказали, это сегодня не только школа, это целый комплекс мер поддержки семьи ребенка. И это трансляция опыта на общеобразовательные школы, это подключение к нашим конференциям, это представление опыта на площадках всероссийских, международных. И в Республике Саха-Якутия очень серьезные перспективы для этой деятельности. Вот сегодня, да, тоже одним из таких серьезных шагов это проведение такой межрегиональной конференции на базе Республики Саха-Якутия. Мы, честно скажу, 3 года планировали приехать, но все время мешали нам обстоятельства, связанные с пандемией, да, с особыми условиями, другими обстоятельствами. Но сегодня мы счастливы, что здесь, и республика поделится опытом. Как я уже сказал, материалы будут доступны для всех, они полезны всем педагогам, и мы обязательно расскажем об этом еще. Ну и завершая нашу беседу, понятно, что любой проект не реализуется без тех, кто его реализует непосредственно вот в конечном, да, вот в конце этой цепи. Хватает ли специалистов, работающих в этой программе, и как вообще, может быть, проходит какая-то специальная подготовка кадров, буквально в 2 словах? Да, специалистов всегда сложно найти, потому что это специалист по своей сути и профессионал, и человек, который тонко чувствует госпитальную педагогику. Поэтому специалистов мы готовим совместно с крупными вузами, и в том числе педагоги Республики Саха-Якутия, они тоже являются студентами, магистрантами наших программ по направлению госпитальная педагогика. Поэтому такого дефицита в специалистах мы уже не ощущаем. Мы расширяем базу подготовки таких педагогов, и здесь, в республике, она тоже осуществляется. Иван, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Желаем дальнейшего развития вашему проекту. Да, плодотворного сотрудничества с нашим регионом, конечно же. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем всех жителей со 100-летним юбилеем. Желаем всем здоровья и удачи. Спасибо. Ну, а мы продолжаем тему здоровья, а именно здорового образа жизни. Любители спорта с нетерпением ждут открытия физкультурно-оздоровительного комплекса в пригородном якутском микрорайоне Марха, где в скором времени появится большой каток, который даст возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта. Я, как хороший ученик, иду позади всех. Что мы делаем? Слайдеры надеваем. Это насадка, да, специальная? Да. Во, как раз. Все. Один, что ли, только? Да, один, ага. Вот на месте. Потом встаем обратно. А как же обратно? Я так не могу. Ну так делается. Это обязательно надо делать. Казалось бы, совершенно примитивно легкое движение сейчас вызывает массу сложностей у меня и, конечно, больше страха. Вы представляете, насколько скользит вот эта вещь?
Это просто пластмасса. Произошло что-то невероятное, они туда укатились. А как это сделали вы? Ну-ка. Вы что делали? Вот видишь, сзади Поднимаем таз. ногами отталкиваются от бортика. Прямо смотрим всегда. Отталкиваюсь и качусь. Да. И вы, когда катитесь, таз опускайте вниз. У вас таз вверх идет. У вас, говорит, таз вверх идет. Надо вниз опускать. Все, хорошо, Степан, слушаюсь. Итак, сели, встали и оттолкнулись. Что-то... Почему я падаю? У вас баланса нет, равновесия. Баланса нет, хорошо. И это врожденное или это можно приобрести? Это тренировать надо, все. Так, ну что, поехали? Сели, оттолкнулись и поехали! Да, таз опускайте, вот, примерно, да, получилось. Хотя бы не завалилось, дорогие друзья, это уже прогресс. Степан, так делаем. Да, сели. Села. Села. Плечи ровные? Плечи ровные. Ну вот, вы видите отсюда, вы вот так сделали, вот криво же стоит. Да. Вот сейчас плечи неровные. Вот так ровные. Да. Потом поднимаете таз вверх, чуть-чуть. Прямо смотрим, всегда еще поднимаем попу чуть-чуть вверх. Ногу чуть-чуть назад. Вот Какую? это назад. Да. Ой. Назад. Вот и вперед. Ой, нет, подождите. Хорошо, это вот все с выпадами, это понятно, это долгая история, дорогие друзья. Давайте посмотрим вот те самые камни, да? Из чего вообще состоит этот камень, из чего он сделан, потому что многие думают, что он вообще легенький. Не, он весит 20 килограмм один камень. Ага. Тяжелый. Это гранит шотландский. Вот, 20 килограмм, дорогие друзья, действительно тяжеленный. Хотя вроде на льду кажется, что перышко покатилось. На самом деле нет, это действительно тяжелый. И сколько человек принимает участие в игре? Ну, если командная игра, то 4. А если парная, то там дабл микс называется. Женщина и мужчина. И вот те самые еще щетки. В принципе, для керлинга что нужно? Вот такая штучка, слайдер, да? Да. Нужен камень, 20 килограмм, и вот такая щетка. Подождите, а чтобы он ускорился, это что они должны делать? Перед камнем трение должны сделать. Сильное? Сильно, конечно. Весом все падают на щетку. И камень летит медленнее. Просто. И вот слепуют они с весом. Ага. Давайте все-таки попробую резюмировать. И все-таки красивый выпад с этим камнем выполнить. Итак, То есть, сели. Ага. Стали, подняли. Не надо слишком. Вот. И вперед. И вперед. Так, опускаем вот так. И ловите, мальчики! Вот так вот, дорогие друзья, действительно, мы ждем с нетерпением, когда у нас откроется еще несколько площадок, где керлингом можно будет заниматься вот в такой любительской форме. На самом деле это очень интересно, это очень, знаете, так как-то необычно, наверное, для нас. Ну и, конечно же, мы не перестаем говорить вам, занимайтесь спортом. Так вот, отлично, по-моему, освоила самый зрелищный, один из самых зрелищных видов спорта, керлинг. Наша Баланса Даша. нет. Наша Даша. Как сказал баланса тренер. нет. Да, но вообще керлинг... Но это не врожденно. Это не врожденно, конечно же. Это можно натренировать, и для этого нужны тренировки. Но вообще керлинг, мне кажется, один из неоднозначных видов олимпийских спорта, потому что немножко он непонятный многим, как он там оказался вообще в Олимпиаде. Но на самом деле очень интересный, при этом внутренность этого спорта, вот как камень правильно бросить, опять же, тот же самый баланс. Я всегда смотрел по телевизору, думал, это так легко поехать, и посмотрел на Дашу, понял, что я ошибался. Что далеко не легко все. Ну, а приобщиться к спорту, здоровому образу жизни, конечно, будет проще, если спортивные объекты доступны для всех желающих. Да. Еще одна важная составляющая здоровья – это чистая вода. В Якутске с вводом водоочистной станции жители уже несколько лет не имеют проблем с обеспечением питьевой водой, отвечающей санитарным нормам. А чего, к сожалению, не скажешь о некоторых других населенных пунктах, где качество питьевой воды, особенно во время ледохода, ухудшается. Защитить могут только фильтры для воды. О плюсах и минусах бытовых фильтров и на что ориентироваться при их выборе расскажем далее. Воду можно очищать разными способами.
фильтре-кувшине через фильтр-насадку на кран, с помощью фильтра для воды под мойку и фильтра на основе обратного осмоса. Итак, давайте разбираться. Самый простой и доступный вариант, не требующий установки, это фильтр-кувшин. Пластиковая емкость с установленным в нее картриджем. Водопроводную воду заливают в кувшин через воронку. Она проходит через картридж, и очищенная попадает в нижнюю часть емкости. Чаще всего в фильтре-кувшине установлен угольный картридж, который очищает воду от крупных частиц – ржавчины, песка, ила, удаляет хлор и нейтрализует бактерии. Фильтром-кувшином удобно пользоваться. Его можно брать с собой на дачу или на природу. Картриджи недорогие и продаются во многих магазинах. Из минусов – кувшин фильтрует воду медленно – от 200 до 400 мл воды в минуту. И не очень качественно. Максимальный объем отфильтрованной воды ограничен емкостью кувшина от 1 до 4 литров. Картриджи нужно менять раз в 2-3 месяца. Еще один вариант проточной механической фильтрации – фильтр в виде насадки на кран. Вода проходит через картридж и выходит через отверстие в фильтре или через отдельный кран, который устанавливают рядом с основным краном. Обладает более высокой степенью очистки, чем фильтр-кувшин. Также он быстрее и позволит выпить стакан примерно через 25 секунд. Картридж нужно менять значительно реже, раз в 4-6 месяцев, а некоторые модели даже раз в год. Минусы. Насадка довольно громоздкая и может визуально портить интерьер кухни. А чтобы заменить фильтр, придется открутить насадку с крана и разобрать всю конструкцию. Проточный фильтр под мойкой – это стационарный фильтр многоступенчатой очистки, состоящий из 3-4 картриджей. Он монтируется к водопроводу под раковиной, наружу выводится отдельный кран. Хорошо очищает воду, обеззараживает и смягчает ее. Менять кассеты такого фильтра придется редко, раз в полгода или год. При этом некоторые модели можно сдать в переработку. Установить такой фильтр самостоятельно непросто, нужно вызывать специалистов. И, наконец, фильтр с системой обратного осмоса. Эта система очистки воды также устанавливается под мойку с выводом отдельного крана. Данный тип фильтра состоит из блока фильтров, мембраны, накопительного бака и крана для чистой воды. Сначала вода проходит через 2- или 3-ступенчатый фильтр, который защищает мембрану от крупных частиц хлора и растворенного железа. Затем через мембрану, которая очищает воду от 99% всех примесей и минералов, делает воду практически дистиллированной. После этого вода собирается в баке, откуда подается в отдельный кран. Фильтр обратного осмоса очищает воду от всех примесей, включая бактерии, вирусы, и делает воду мягкой. Такая вода не оставляет накипь при кипячении, а при мытье волос и тела не сушит кожу. Но система расходует много воды. Около 70% воды уходит после фильтра в канализацию, и только 30% попадает в бак для очищенной воды. Систему должен подключать к водопроводу профессионал. Замену фильтров нужно проводить один раз в полгода или год. Мембрану же необходимо менять раз в 2 года. Да, вот как раз ледоход, очень полезные советы такие мы услышали. Вода в кране, как правило, обычная. Ну, в Якутске с этим все хорошо уже Да. многие годы, уже это 3 года, если не ошибаюсь. Не так, как раньше. Ну да, сегодня уже, открывая кран, ты можешь пропустить ледоход и не понять, что он был вообще. Что В он принципе, был, некоторые, кстати, так и пропускают и не ездят смотреть на реку. Ну а прежде чем мы попрощаемся, хотели бы анонсировать, передать слово нашим коллегам из да. информационной службы. Доброе утро, в эфире новости. 90 некоммерческих общественных организаций готовы реализовать проекты с помощью грантов главы республики. Конкурсный отбор для развития гражданского общества провели с февраля по март. Направлено всего 364 заявки. Наиболее активно участвовали Горный, Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы. А конкурс проведен по 23 грантовым направлениям. Работу оценивали 50 экспертов, учитывая актуальность, значимость, новаторство и уникальность работ. В итоге поддержали проекты
проекты в области науки, культуры и охраны здоровья. Также в этом году отметили проекты с целью поддержки семьи и материнства. Например, в Чурапчинском районе будет создан нейропсихологический центр «Лучики солнца». Он поможет семьям в обучении детей с задержкой развития. Первый конкурс у нас полностью завершен. У нас остался остаток, порядка 9 миллионов 700 тысяч. Мы хотели бы, чтобы эти деньги тоже были направлены в поддержку некоммерческим организациям. И объявляем второй этап конкурса. И по тем направлениям, где были наибольшие, вот те остатки, мы будем объявляться. Это 4 направления. Поддержка молодежных проектов, добровольчество, поддержка ресурсных центров, профилактика правонарушений несовершеннолетних. Иппотерапию используют как самостоятельный вид лечения, либо применяют в комплексе с другими методиками. Верховая езда стимулирует развитие опорно-двигательного аппарата, улучшая координацию и тренируя выносливость. Кроме того, благотворно сказывается лечебное катание на психоэмоциональном состоянии наездников. Среди показаний для иппотерапии – неврозы и нервные расстройства, нарушение опорно-двигательного аппарата, включая ДЦП, а также задержка психического развития и аутизм. В настоящее время с помощью благотворительного фонда Полежаевых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды на базе столичного конно-спортивного клуба «Мустанг» проходит реабилитацию 15 детей со всей республики. Это мой ребенок Алгыз, нам 9 лет, а диагноз РАС, аутизм. Про иппотерапию я слышала давно и знаю очень хорошие отзывы родителей, все очень довольны. То есть мы только начали в 9 лет. Я была, конечно, наслышана. И вот как раз друзья отправили по WhatsApp, что набирается группа для детей. И мы с радостью сразу записались. И вот уже у нас 7-е занятие, мы очень довольны. Состояние ребенка улучшилось. После занятий лошадками он уже такой спокойный, при поднятом настроении домой едем. И, улучшилась координация, то есть он уже начинает уже взаимодействовать с лошадьми, он уже гладит, подходит. Раньше у нас, конечно, это чувство затуплено, и это очень важный навык для нас. В долгожданном эсэхе Туймаде в этом году планируется участие 200 тысяч жителей и гостей столицы. Как отметили в окружной администрации, практически все трудовые коллективы столицы уже активно готовятся к празднику. На местности Усть-Хатын продолжается обновление объектов инфраструктуры, навигация и уборка территории. Что касается программы праздника, то только культурных мероприятий запланировано более 100. А 25 июня в местности Усть-Хатын во время празднования эсэха Туймаде пройдет гранд-финал 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Мы планируем, что площадка эсэха Туймаде станет большим этнокультурным событием, где у нас представители многих стран покажут свои программы, но с другой стороны мы понимаем, что это полностью все мероприятия у нас будут связаны не только с культурно-развлекательными, но и обрядово-сакральными, поэтому все необходимые мероприятия, связанные с проведением эсэха Туймаде, на данный момент согласовываются. Государственный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского проведет акции «Музейный пикник» и «Ночь в музее» в эту субботу, 21 мая. Мероприятие организуют в рамках празднования Международного дня музеев. Главная тема – якутское железо «Возрождение». Для посетителей проведут мастер-классы по плавлению железа по старинной якутской технологии, лепки из глины и рисованию, театрализованное представление, концерт с участием звезд якутской эстрады, традиционные якутские спортивные игры, выставки, кинопоказ и многое другое. На этом у нас все. Хорошего дня. Ну, на этом наш эфир сегодня завершается. На новостной ноте. Завтра мы также проснемся здесь, в этой студии. Вместе с вами будем заряжать вас на бодрый, позитивный день. Расскажем, вот, например, о чем. Как завершилось и сколько человек посетило в Якутске уникальную выездную выставку Гохрана «Национальные сокровища России». Да. Сокровищница России, да. А еще в гостях ждем участников масштабного творческого мероприятия «Концерт Block and Voice», который состоится, кстати, завтра. А также познакомим
вас с профессией, оператора. Телеоператора. Телевидения. А это же люди, без которых телевидения никогда не будет. Это люди, чьими глазами вы видите все наши материалы, все наши какие-то программы. Нас вот с Катей вы сегодня видите благодаря глазам, рукам и опыту Владимира, который за кадром вот там прячется. Он не выйдет, не покажется, но вот он есть. И завтра о его профессии мы обязательно расскажем. Да, ну а сегодня мы желаем, чтобы очень продуктивно прошла для вас среда, чтобы все планы, которые вы поставили, все цели поставили перед собой, обязательно свершились. Да, ну и еще напоминаем, что сегодня день подснежника в Якутии. Если вы вдруг до сих пор не сфотографировались с этим, ну а так как это редкий уже цветок, он в Красной книге по большей части, остается только фотографироваться с ним. Если вы этого еще не сделали, постарайтесь сегодня выкроить часок-другой, выехать куда-нибудь за город, на сопку и посмотреть, полюбоваться на эти прекрасные цветы. Кстати, очень такой скоротечный период, можно сказать, их цветения, поэтому нужно ловить момент. И тем более погода сегодня позволяет. Напомню, что днем температура воздуха в Якутске составит 11-13 градусов тепла. Ну почему бы и не съездить? И почему бы уже не надевать шорты? Дня. Ну а мы предлагаем еще раз насладиться красотой этих замечательных цветов и прощаемся с вами до завтра. До завтра.